Международный день солидарности трудящихся так еще до недавнего времени назывался праздник, благодаря которому трудящиеся в нынешнем году имеют 4 дня отдыха от этого самого труда. Сам праздник зародился в начале столетия в процветающей ныне стране, в городе рабочих Чикаго. Что ж, народ, породивший праздник труда, живет жизнью, которая в нашем понимании может служить эталоном достойного существования. А вот о том, как проживают завтрашний день наши отечественные труженики, бывшие и будущие, об этом мы спросили их самих. Для меня 1 мая обычный рабочий день. Завтра предстоит мне дела, наметил на завтрашний день. А праздновать будет? Да нет, вряд ли. Как обычно, праздник. 1 мая – праздник трудящихся нашей страны, то есть Советского Союза, в том числе и Россия. Вот. Праздник труда, мира, счастья всех народов. Я жил при советской власти нормальным человеком, а сейчас я слепой. Вот, идешь в в поликлинику, они выписывают бесплатный рецепт, который, как у ветерана войны, положен. Отказывает мне. Спрашивается, за что я страдал. Ну, я думаю, 1 мая, как было все время, Днем солидарности всех людей, наверное, так и должно быть. Это праздник весны, праздник хорошего настроения. И можно, наверное, пожелать всем, пусть будет радостным этот праздник. Рабочий день. Рабочий день. Все, праздновать будет? День огня же. Ну, нормально, в общем. Нормально, нет. От гор промхоза желаем счастья, дружбы и доброго здоровья. Взрослое поколение, те, кто в последнее время все чаще вспоминает о канувшей в прошлое хорошей жизни, могут вспомнить и о том, как приходилось рано утром являться к проходной завода, чтобы оттуда с флагами и счастливыми лицами энергично шествовать на главную площадь города, где можно было раз в год в лицо увидеть членов правительства. Теперешнее трудоспособное население встречает праздник, работая на себя, что может быть более прозаично, но и более нормально. Нам остается пожелать в этот первый день красивого месяца мая здоровья и счастья, а тем, кто не имеет работы, найти ее. Олег Фомин, Марина Жамбалова, специально для ОТБ.